Состоялось очередное заседание 45-й сессии Якутской городской думы. Был рассмотрен 21 вопрос, среди которых были такие важные вопросы, как выделение дополнительных средств из бюджета города на социальную сферу, внесение изменений в существующий закон Республики Саха-Якутия об охоте и о сохранении охотничьих угодий, новые улицы и проезды, борьба с незаконной торговлей алкоголем, отчет контрольно-счетной палаты и Министерства внутренних дел по городу Якутску. Первым вопросом депутаты рассмотрели изменения в устав города Якутска. Внесенный проект был полностью направлен на приведение устава города в соответствие с федеральным законодательством. После обсуждения проект был единогласно поддержан. Далее депутаты рассмотрели внесение изменений в решение Якутской городской думы от 20 декабря 2017 года о бюджете городского округа город Якутск на 2018 год и плановый период 19 и 20 годов. Изменения коснулись увеличения расходов бюджета в социальную сферу, а именно в образовательный блок. По итогам внесенных изменений будет увеличение расходов бюджета на сумму более 47 миллионов рублей по муниципальной программе развития образования. Из них 10 миллионов рублей будут направлены на приобретение здания для размещения дополнительных классов школы номер 27 по улице Жарницкого и более 37 миллионов рублей на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных учреждениях. Для детей ясельного возраста планируется выкупить 5 объектов в 2018-2019 годах. Единогласно этот отчет был принят и утвержден. И здесь надо сказать о том, что да, действительно, в целом, отмечая положительные моменты именно в части увеличения своих местных доходов, неналоговых доходов, вместе с тем отмечаем мы о том, что, конечно, недопоступление финансовых средств из вышестоящего бюджета не позволило в полной мере выполнить те обязательства, которые стояли перед нашим городом. Это первое. Второе, понимая о том, что достаточно сложный бюджет предстоит в следующем году, наши коллеги, мы, депутаты, высказали свои предложения в части принятия определенных мер, антикризисных мер. Ну, в первую очередь, конечно, увеличение местных доходов, в том числе и арендная плата за земельные участки. Было предложение, значит, нашей контрольно-счетной палаты в части того, чтобы в случае, если 2 раза в течение 2 лет не оплачиваются те или иные земли арендованные, то есть эти земли изымать, но, по крайней мере, такие предложения прозвучали, и над этим предложением, конечно, в дальнейшем и наша профильная комиссия совместно, значит, с Департаментом имущественных земельных отношений, с Агентством земельных отношений будет продолжать эту работу. Следующим пунктом депутаты Якутской городской думы приняли решение о внесении изменений в муниципальную адресную программу о развитии застроенных территорий городского округа город Якутск. В итоге 722 многоквартирных дома были включены в программу о развитии застроенных территорий городского округа город Якутск для дальнейшего комплексного развития кварталов городского округа. Предлагается дополнить перечень таких домов на 722 дома. Таким образом, значит, их станет в этом перечне 1065. Все это делается для того, чтобы в дальнейшем органы местного самоуправления могут принять решение о развитии застроенной территории с последующим заключением договоров о развитии застроенной территории городского округа города Якутск и создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых в настоящее время ветхим жилищным фондом. Хочу отметить, что внесение изменений не предусматривает дополнительных финансовых затрат, и прошу депутатов поддержать данные изменения. Решением депутатов Якутской городской думы были присвоены наименования вновь образованным 3 улицам и 2 проездам на территории городского округа. В селе Пригородные появятся улицы Спокойная и Солидарности. Улицы в 100-м квартале Якутска будет присвоено наименование Хамустахская, а на территории Сонд Надежда принято решение присвоить наименование проезду Зеленая долина.
Далее депутаты заслушали отчет начальника межмуниципального управления МВД России и Якутска Николая Кульбертинова за 2017 год. Как известно, депутаты неоднократно поднимали вопрос об усилении контроля за розничной продажей алкоголя, особенно в магазинах-кафе. Было принято решение создать межведомственную комиссию и плотно заняться вопросом о розничной продаже алкогольной продукции организациями при оказании услуг общественного питания в Якутске. Ну, достаточно ситуация серьезная. Есть увеличение правонарушений, преступности вообще. Вот. Вместе с тем мы говорили о том, что, значит, несмотря на добросовестное исполнение своих обязанностей, есть, наверное, определенные резервы, в том числе и отношение общества и общественных институтов к этой проблеме. Очень много вопросов возникало именно от депутатов в части реализации, розничной реализации алкогольной продукции, бутлегеров и так далее. Это действительно то зло, над которым нужно работать, и мы приняли решение провести, значит, депутатские слушания с приглашением всех заинтересованных лиц, в том числе и надзорных органов, для того, чтобы определить те первые меры, первоочередные меры для работы в этом направлении. Но я считаю, что здесь надо и законодательной инициативой, и с нормотворческой инициативой выходить. Но надо подготовиться к этим депутатским слушаниям для того, чтобы эффективно провести и выработать конкретные рекомендации в этом направлении. Действительно, это большая проблема в целом по городу. Далее депутаты заслушали отчет контрольно-счетной палаты города Якутска, где в своем докладе руководитель Руслан Неустроев рассказал об итогах прошедших 22 контрольных мероприятий. Александр Савинов обратил внимание, что по итогам проведенных проверок контрольно-счетной палаты структурным подразделением окружной администрации необходимо усилить работу в части контроля за нецелевым расходованием бюджетных средств, а также по устранению нарушений, допущенных при управлении муниципальным имуществом, выделению грантовых субсидий и распределению средств по проекту «Народный бюджет». Мы заслушали отчет контрольно-счетной палаты за 2017 год. Это был первый отчет нового председателя Руслана Петровича Неустроева. В целом хочу отметить о том, что да, действительно, сегодня в работе контрольно-счетной палаты достаточно усилилась работа в части правовых инициатив, именно своих заключений. Достаточно много заключений, порядка 78 заключений по всем, значит, направлениям даны. И мы считаем, что этот год контрольно-счетная палата отработала достаточно эффективно. Эффективно в части контроля за расходованием бюджетных средств, так и использования муниципального имущества. На заседании сессии одним из важных вопросов стало рассмотрение проекта закона Республики Саха-Якутия в порядке законодательной инициативы Якутской городской думы о внесении изменений в закон Республики Саха-Якутия об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов. Вообще это наша 9-я уже законодательная инициатива. Вообще мы вышли с 8 законодательными инициативами. И надо признать, достаточно эффективно. 5 из них уже приняты эти законодательные инициативы. 3, значит, имеют отрицательное заключение и, естественно, не рассмотрены на заседании Государственного собрания ЛТУМ. Это наша 9-я инициатива, касается закона об охоте и охотничьем хозяйстве. И непосредственно касается, значит, упорядочения выдачи лицензий, разрешений на добычу представителей флоры. Лесной. Да, совершенно верно. Вот, поэтому это тоже достаточно интересный вопрос. А если предыстории говорить этого вопроса, этой законодательной инициативы, это прежде всего, значит, мы впервые в прошлом году провели конкурс правовых инициатив среди студентов и молодежи.
И Айсен Михайлов, студент 3-го курса Северо-Восточного федерального университета, занял 2-е место. И вот он вышел с такой инициативой, которую мы доработали уже на уровне Якутской городской думы. Провели круглый стол с охотничьими хозяйствами, с охотничьими обществами и с охотниками вообще. Вот. Провели также, значит, обсуждение и на площадке OneClick, и получили поддержку. Ну, понимая о том, что, наверное, многих, не только мужчин, но и женщин затрагивает этот вопрос. Мы видим, что достаточно большие живые очереди, достаточно ажиотажный вопрос. С этой точки зрения вот эта законодательная инициатива необходима. И она была принята. В конце сессии были рассмотрены вопросы о представлении прокуратуры города Якутска об устранении нарушений градостроительного законодательства и о награждении знаком отличия за заслуги перед здравоохранением города Якутска и почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа город Якутск.